встаем сразу, мы пьем крепкий чай. Крепкий чай. Как он душист, как золотист, крепкий чай. Крепкий чай. Если с утра чаю попьешь, радостен труд, день хорош. Даже болезнь, грусть и печаль вылечит миг крепкий чай. С чаем тепло зимой, с чаем не страшен зной. Лучше вина веселит он сердца. Пить мы можем крепкий чай без конца. После труда сладок всегда крепкий чай. Крепкий чай. Хуже, когда любит лентяй, крепкий чай. Крепкий чай. Поле с утра пыли жара, здесь чайка не лучше мне. Выпью, вздохну, снова усну, дело пусть ждет, не уйдет. С чаем тепло зимой, с чаем не страшен зной. Лучше вина веселит он сердца. Пить мы можем крепкий чай без конца. Утром и днем дружно мы пьем крепкий чай. Крепкий чай. Дружно с семьей пьем мы с тобой крепкий чай. Крепкий чай. Есть и другой тип среди нас, ласков и мил он сейчас. Дома сидит в страхе семья, в клетке с крылом соловья. С чаем тепло зимой, с чаем не страшен зной. Лучше вина веселит он сердца. Пить мы можем крепкий чай без конца. Уходишь, Мухтар-Джон-ака? Какие-то глупости ты поешь. А почему глупости? Я пою о том, что говорит народ. Это все ложь. Ах, это все ложь. Так, может быть, ты позволишь своей дочери петь у нас в кружке, Мухтар-Джон-ака? А, надоел ты мне. Почему он ушел? Чего рассердился? Вы еще его плохо знаете. Скажи, в чем дело? А? Сейчас я вам все объясню. Слушайте. Проснулась ночь заря в синих небесах, проснулся ветерок, машина ветрят, и встал весь мир от сна в песнях и цветах. Проснулась на заре и любовь в сердцах. Это ведь поет Лола, наш соловей. Ух, хорошо. И встал весь мир от сна в песнях и цветах. Проснулась на заре и любовь в сердцах. Как хорошо, когда все цветет вокруг, как хорошо, когда есть у сердца друг, как хорошо, когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она. Пою о счастье моей весне. Как хорошо, когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она. Уж так устроен свет, что ты в нем и в каждом сердце сад большой любви, где на заре звенят счастья соловьи. Звени, душа моя, птицей в вышине. И в каждом сердце сад большой любви. Куда же вы? Где на заре звенят счастья соловьи. Я спешу. Эй, друзья, Мухтар-ака идет! Спасайся, кто может! Салом, Мухтар-ака. Салом. Салом, Мухтар-ака. Ишь, собрались, набежали, как муравьи на дыню. А ну, уходите отсюда, в школу давно пора. Живо, живо, расходитесь. Опять распелась, народ собрала. А потом удивляется, откуда берутся бездельники.
Лола? Лола! Лола! Ни стыда у тебя, ни скромности. Хватит. Стар я стал, чтобы за тобой следить. Вот выйдешь замуж тогда, пой, если муж позволит. Со всего города народ собрала. Я люблю песни. Почему вы мне запрещаете петь? Дочь моя, вспомни свою мать, у нее голос был еще лучше, но ее никто никогда не слышал. Все подруги мои работают, а я все дома и дома. Что ты понимаешь, дочка? Для девушки лучше, если ее меньше видят. А так ты своими песнями да танцами всех женихов распугаешь. Слушай-ка, а почему Мухтар Ака ей петь запрещает? А ты как будто не знаешь. Откуда мне знать? Голос ее бережет, должно быть. Ай-яй-яй, хороши работнички, только я за дверь, они сразу играть, сразу играть. Алимджан пришел, он ждет вас. А, это из Дома культуры. Салом, Мухтарджан Ака. А, Алимджан. Салом, салом. Мухтарджан Ака, а чем вы нас порадуете? Вам известно, что мы готовимся к фестивалю молодежи, а инструменты в нашем кружке все рассыпались. Мы и так для вас стараемся. Вот это. Специально для вас. Нет, кажется, я ошибся, это не для вас. А если бы вы знали, с каким нетерпением ребята ждут хороших инструментов. Вот смотрите, это все для вашего Дома культуры. Наш народ любит песни, любит музыку. На ваших дутарах и сурнаях, на рубабах и тамбурах сегодня играют музыканты из народа. Молодые таланты. Вы только представьте себе, Мухтар Ака. На ваших инструментах играет оркестр. И здесь же поет ваша Лола. Что вы сказали? Откуда, я вас спрашиваю, Алимджан, вы знаете мою Лолу? Оставьте ее в покое, прошу вас. Что вам нужно от моей дочери? Разве мало вам в городе хороших девушек? Но разве так хорошо кто-нибудь умеет петь? Лола взрослая девушка. Как вы можете запретить ей петь? Пусть сама решает. Не смейте об этом со мной разговаривать. Выслушайте меня. Не хочу ничего слушать, оставьте меня в покое. Чего вы на меня кричите? Я за инструментами к вам пришел. Уходите, не готовы ваши. Они должны быть готовы. Нет, не готовы, я вам говорю. Нет, должны быть готовы. Хотите сейчас? 6, Ну хорошо. 7, 8. Ты прощай, моя мечта, моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой. Ты прощай, моя мечта, моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой. Зебо, петь надо не так. Я же говорил вам на прошлой репетиции. Не могу же я их перекричать. Они так надрываются, словно им каждому по целому барану обещано. Нет, вы не хотите меня понять. Надо чувствовать то, что вы поете. Скажите мне спасибо, что я вас выручила. Просто не понимаю, как я согласилась петь Зульфию. Зебо с ролью Зульфии не справится. Ты слышал, как она пела? А где взять с лучшим голосом? Послушай, Алим, мне посчастливилось встретить такую девушку. Знаешь, она поет как соловей. Заслушаться можно. Это дочь Мухтара. Дочь Мухтарака? Да. Не берусь я его уговорить. Это дело безнадежное. Я пробовал, ничего не вышло. Старик не понимает, как его дочь талантлива. Нельзя ему уступать. А что я могу сделать? Надо за нее бороться. Вот ты и борись, а мне надо репетировать. Ребята, танец чистильщиков. Хвалиться я не буду, но вам могу сказать, что даже скромным людям я блеск могу придать. Да мне, друзья, чистильщик я, не 5 минут, вас щетки жду. И
И молодым, и старым нужен мой веселый труд. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. Весь город наш, я знаю, взгляни, красотка та, снаружи вся сверкает, зато внутри пуста. Ко мне, друзья, чистильщик я, не трать минут, по щетке жду. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. Всех дел всегда я в курсе, вон тот старик седой, под каблуком согнулся, красотки молодой. Ко мне, друзья, чистильщик я, не трать минут, по щетке жду. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. Здравствуй, Лола, здравствуй. Здравствуй. Шла мимо и решила тебя навестить. Очень соскучилась. А твой отец дома? Нет, он на работе. Да? Не знаю, в чем дело, но почему-то твой отец не любит меня. Да что ты? Это тебе так кажется, он очень добрый. А ты все дома сидишь? Вот что значит заботливый отец. Бережет тебя как цветок, никуда не выпускает, охраняет, а? А я у него единственная дочь. Тебе кофточка нравится? Смело, но я бы не отважилась надеть. Конечно, тебе на это не осмелится. Да и не пойдет. Для этого нужно родиться актрисой. Между прочим, ты знаешь, что я буду играть на сцене Дома культуры главную роль Зульфии в новом спектакле? Счастливая ты. Я покажу себя на фестивале. И меня обязательно возьмут в настоящий театр. Будь покойна. Ла-ла-ли, ла-ла-ли, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ли, ла-ла-ли, ла-ла-ла. Кир, пошел на меня! Ой, Лола, когда он бросился на мою сумку, чуть сердце не взорвалось. Воды принести? Нет, не беспокойся. Да, Лола, тебя никто не приглашал в кружок Дома культуры? Нет, а зачем? Ну, чтобы там петь, танцевать. Ты же немного пела, когда была в школе. Если бы даже меня и пригласили, я все равно не пойду. Понимаю. Отец не пускает. Он может не беспокоиться. Я ручаюсь. Актриса никогда из тебя не выйдет. Настоящая артистка. Рано красавицей росла. Она светлей зари была, стройней, чем лань, нежней ручья. И пела звонче соловья. Можно войти? Ой! Что вам надо? Простите, я монтер. Ну и что? Видите ли, у вас электричество не в порядке. А вы откуда знаете? Вас отец вызвал? Нет, просто у монтеров на это особое чутье. Ну, щиток у вас над головой.
Я здесь. Я вижу. Подайте мне, пожалуйста, из сумки отвертку. Пожалуйста. Нет, нет, вот эту. Пожалуйста. Я встретил девушку полумесяцем бровь. На щечке родинка. Погодите, куда вы? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Это я виновата, вы ушиблись. Ничего, это быстро пройдет. Ногу ушибли? Нет, сердце ушиб. Но ведь сердце слева. А у меня оно направо переместилось, чтобы быть к вам поближе, ясно? Почему вы разобрали все приборы? Короткое замыкание. От чего? Слишком большой накал в сердце. Вы всегда говорите девушкам глупости. Нет, только вам одной. Потому что я совсем голову потерял. Так сначала найдите ее, а потом приходите. А почему калитка открыта? Что это за новость? Отец! Но ведь я вам о самом главном не успел сказать. Вот это да! Выкупился дядя! А мокрый какой! Что это такое? Хотел бы я знать. Короткое замыкание. Монтер приходил. Монтер? Что он тут делал? Стихи читал. Я встретил девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. Звени, душа моя, птицей в вышине, пою о счастье моей весне. Как хорошо, когда на душе весна, когда сердца людей в плен берет она. Лола, открой калитку. Салом? Салом. Я электромонтер. Мне нужно проверить у вас счетчик. Салом. Салом. Сегодня один уже приходил. Проверял. Я к вам еще не заходил. А кроме меня некому проверять. Это мой район. Ну, не знаю, кто вы такие. И почему вас так много? И что вы тут проверяете, когда хозяина дома нет? Проваливай, проваливай. Это неудивительно, что к вам часто ходит счетчик проверять, если у вас дочь красавица и поет как соловей. Что вы сказали? Уходите скорей. Уходите, Вы что? пока милиционера не позвал. Я буду жаловаться. Ну и жалуйся. Вы не имеете права. Я тебе покажу свое право. Вы не смеете. Смею. Уходи. Вы мне за это ответите. Уходи, пока цел, отвечу. Я к вам работать пришел, а не гулять. Все вы приходите Я работать. с ума сошел. Это вам так не пройдет. Я на вас обязательно пожалуюсь. Уходи, не разговаривай. Так вот, товарищи, ко дню фестиваля молодежи наш Дом культуры должен показать спектакль «Зульфия». Алин, Что тебе? я ее сейчас видел. Да чего же она хороша, если бы ты знал. А как поет, танцует, вот для нас Зульфия. А она будет петь у нас? Я об этом сказать не успел. Так о чем же ты с ней говорил? Я говорил с ней о самом главном. Предохранитель. Вот, товарищ милиционер, его двор. Старик совсем из ума выжил. Эй, закрой воду! Ты что, ослеп? На каком основании вы выгнали представителя электросети? Ты еще при исполнении служебных обязанностей. С полчаса назад был тут один, тоже монтер. Стихи читал. Много вас таких. Вот, смотрите, я электромонтер, а не писатель. Не имеете права честного человека оскорблять подозрением. Совершенно правильно. Электромонтер. Исполняйте свои обязанности. А за оскорбление личности придется составить протокол по всей форме. Какой протокол? Закройте воду, говорят вам! А ну, пройдемте, пройдемте. Куда вы? Вы не имеете права. Это я не имею права. Не имеете. Подождите, я вам сейчас все объясню. Вот полотенце. Извините меня, это я виновата. Я пела, ну и вокруг народ собрался. А как поет, я слышал сам. Ох, хорошо поет. Уходи, уходи отсюда, не мешай нам. Ах, так значит, ваша дочь поет. Очень интересно. Но все-таки протокол придется составить. Вот. Товарищ начальник, уж так получилось, извините меня. Моя дочь поет, это верно.
То есть я хотел сказать, и раньше немного пела, и что мне делать, не знаю. Покоя нет, хоть в милицию обращайся. Это был не монтер, а мошенник. Даже предохранитель стащил. Вот видите, я вам говорил. А вы можете сообщить мне его приметы? Я его не видел. Может, ваша дочь его видела? А он убежал. Через Дувал. Слышите, слышите? А почему он через Дувал перепрыгнул? Вот на кого надо составить протокол. Через Дувал, говорите? Да. Это дело надо расследовать. И все из-за тебя. Улику я нашел. Остается только найти преступника. Конечно, надо обязательно найти. Мухтар ака, у нас в хоре милиции женских голосов не хватает. Ну и что же? Если бы вы послали вашу дочь к нам в хор. Нет, нет, она плохо поет. Мухтар ака, я сам пою в хоре милиции. Все, что этот самозванец натворил со счетчиком, исправлено. Внимание! Включаю. Вы почему такие все нарядные? Ты что, забыла? Сегодня в саду бал, встреча с выпускниками нашей школы. Ты пойдешь? Не знаю. Как отец? Сейчас мы его уговорим. Конечно, уговорим. Ай-яй-яй-яй, такой огонь даже и лед может расплавить. Иди, Лола, погуляй с девушками. Я встретил девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее, вместе с нею любовь. На щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Саид заметил, что Лола ушла из зала.
Смотри, как он волнуется. Пусть целый свет пройдут, но найду я любовь. На щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ой, ну только бы он в песне слова не перепутал. Скандал будет. Разбила сердце мне, покой взяла. Эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Какой успех! Слышите, как аплодируют? Нас без конца вызывают. А из-за него мы не можем бессировать номер. Куда мог подеваться Саид, не понимаю. Саид за Лолой убежал, я послежу за ним. Правильно придумал. А то из-за этого влюбленного достанется нам от Алима. Беги. Есть. Добрый вечер, папа. Добрый вечер, дочка. Добрый вечер. Почему же ты так рано вернулась? А я обещала тебе рано вернуться. Выпей чаю. На щечке родинка и в глазах любовь. Хабгир, ко мне. За мной. Меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ой, девушки, как Саид сегодня пел, так хорошо, так нежно. Это он для Лолы пел. А когда она ушла, он сразу загрустил. И сам за ней ушел. А Лола как раз здесь живет, и Саида что-то не видно. Зыбо сказал, что он совсем ушел. Зыбо что-то хитрит. Уберите вашего пса! Сиди спокойно, а то он тебя разорвет. Зачем поешь по ночам под окнами честной девушки? Я не пел. Откуда вы взяли? Я не пел. Честное слово, Мухтар. Ах, это ты? Я. Ах, вот ты, оказывается, какой. Ага. Передай от меня своему Алиму, моя дочь не будет петь в вашем кружке. Знаете что, Мухтар-ака? Даже если ваш пес загрызет меня до смерти, все равно ваша дочь будет петь в нашем кружке. Ах ты! Завтра же едем к тетушке Михренецо. Покоя нет от этих певцов. Нельзя больше здесь оставаться ни минуты. И во всем ты виновата. Все твои песенки. Так рано. Не случилось ли чего? Не волнуйся, сестра. Мы пришли пораньше, чтобы застать тебя дома, пока ты не ушла на фабрику. Ну, слава богу. А я уж и не знала, что и подумать. То месяцами не увидишь вас, а то чуть свет пожаловали. Прошу, дорогие гости. Пусть Лола погостит у тебя. Поучи ее уму-разуму. Надеюсь, ты еще не забыла, чему учили тебя в старое время в доме нашего отца? Раз такой забудешь, на всю жизнь запомнила. Доченька моя дорогая. Мама Джон.
Иди, милая. Не волнуйся, брат. Уж я ее так воспитаю, что она у меня будет как шелковая. Я на тебя надеюсь, сестра. Надейся. Постой. А электричество у тебя в порядке? Эй, ребятишки, можно и мне с вами сыграть? На, дядя, играй. Вы не знаете случайно, где хозяева этого дома? Дядя Мухтар уехал, и Лолу увез с собой. С собой увез? Тут где-то моя тюбетейка осталась, вы не видели? Может быть, вы ее потеряли, когда от дяди Мухтара удирали? Ты как конь удирал? А тюбетейку милиционер унес. Он грозился, что разыщет тебя, из-под земли достанет и в тюрьму посадит. В тюрьму посадит? Не хочу играть, отдай мои орехи. Ты их проиграл, не отдам. Мои орехи отдай. Отдай мои орехи, отдавай. Скажи, друг, кто этот человек? Это монтер нашего района. Здравствуйте, мастера. Салам. Мухтар Ака здесь? Он у себя. Да, монтер. Вот хорошо, что пришел. Такое? Мотор не работает? Ну, сейчас наладим. Давай посмотри. Опять монтер. А тут что случилось? Так и есть. Короткое замыкание. Какое замыкание? Замыкание. Короткое замыкание. Красавица луна, алмазным хороводом она окружена. Мухтар Ака, можно выключить радио? Разве тебе не нравятся песни? Сказать по правде, песня мне не очень нравится. Песня как птица. В небо улетит, и нет ее. Ах, Мухтар Ака, умные слова я готов день и ночь слушать. А песня что? Много шума, да мало толку. Ты, я вижу, парень с головой. Для семейной жизни это пригодится. А насчет песен ты правильно сказал. Вы знаете, Мухтар Ака, я ведь еще не женат. Сейчас очень трудно жениться. Где вы теперь найдете настоящую подругу жизни? Они только и знают, что тру-ля-ля, да тру-ля-ля. Это правильно. Хорошую жену возьмешь в дом, будешь счастлив всю жизнь. Здравствуйте, Мухтар Ака. Здравствуйте, товарищ начальник. Проходите, пожалуйста. Прошу. Ну как? Хозяина тюбетейки нашли? Я подозреваю, что это... Да нет. Я вас уверяю. Нет. Пожалуйста. Готово, Мухтар Ака. Хорошо. Я все исправил. Большое спасибо, сынок. Сколько я тебе должен заработать? Что вы, Мухтар Ака? Вот найдете мне хорошую невесту, будем с вами в расчете. Договорились, сынок.
Я тебе найду такую девушку, всю жизнь будешь благодарить. Спасибо, Мухтар Ака. Эх ты, следопыт. Спасибо, выручил. А все-таки, Мухтар Ака, я его найду. Из-под земли достану. Если работа тебя радует, тогда не устаешь. Я сейчас чай принесу. Для кого она так постаралась? Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Лола! Лола! Какая Лола? Среди нас нет Лолы. Вы ошиблись, молодой человек. Простите. Раз-два. Сади как следует. Ребята, вот что. Постерегите-ка мое хозяйство. Только ничего не трогайте тут без меня. Одна. А вот шашлык, хороший шашлык. У кого есть деньги, кушай шашлык. У кого нет денег, нюхай дым от шашлыка. Позови, пожалуйста, Нияза. Нияза? Да. Ниязжан, тебя зовут. Мухтар пошел в другую сторону. Надо за ним последить. Я могу это сделать. Нет. Ты хоть и маленький, но уж очень заметный. Эй, ты, маленький, и почему сегодня самсу не кушаешь? Времени не хватает. Да? А может быть, денег у тебя не хватает? А? Я вам за это башмаки почищу. Нет, вперед! Нет, нет, как зеркало заблестят. Кто вы такая? Почему за мной ходите? Что вам от меня надо? Постыдились бы. Старый человек, а пристаете к женщине. Это я пристаю. Ты целый день за мной по пятам ходишь. С ума сошел. Ничего не понимаю. Добрый день, Мухтар Ака. Здравствуйте. Гражданин, вы нарушили правила. Мухтар Ака? Вы знаете, меня преследует какая-то очень подозрительная женщина. И на ней почему-то мужские штаны. Да что вы,
Да. Вы идите вперед, а я буду следовать за вами. Но вы делаете вид, что вы меня не знаете. Поняли меня? Ага. Разрешите. Разрешите. Я старик, не видите, что ли? Мы все старики. Остановитесь! Стойте! Отец не позволяет ей петь, а голосок у нее как у соловья. Неужели ваш брат такой бессердечный? А вот он, я зайду в другой раз. До свидания. До свидания. До свидания. Кто это? Соседка, а что? Человек горит! Люди добрые! Помогите! Помогите! Женщина горит! Помогите! Помогите! Я выследил Мухтара, здесь живет его сестра. Остается только узнать, здесь ли он прячет А лову. если нас примут за жуликов? Чего не сделаешь ради искусства. Залезай. Опа, ты хоть и маленький, а тяжелый. А неплохая тетушка у Лолы. Женщин вечно юная, ясное утро, ночью луной, это сердце бронзы струны. Знайте, люди, днем и ночью. Вот теперь Нияз-Джан, ты настоящий старьевщик. Хочет, знайте, люди, днем и ночью, вдовье сердце счастья хочет. Старье берем. Старые вещи покупаете? Покупаем, хозяйка, покупаем. Покажите, что у вас есть. Вот, посмотрите, ковер. Ага, ковер. Так, так. По-вашему, это ковер. А по-моему, это дырка. На ковер это очень мало похоже. Как это мало похоже? Вы что, лучше моего знаете мой ковер? Да я на нем полжизни провела. В день свадьбы танцевала на этом ковре. А может быть, даже и плакали. Не только танцевали. Откуда вы знаете? Мне все известно. Дайте-ка сюда чашку. Налейте-ка воды. Ну вот, все и вижу. Душа у вас болит о близком вам человеке. Эта девушка словно птица. И летает она высоко, но отняли у нее песню и посадили в клетку. Верно. Как это верно? Сердце у меня болит за бедную девочку. А кто ей может помочь, не знаю. Вы сами можете помочь ей. Вернуть ей песню. Ну как, помогите мне, научите. Посоветуйте мне, прошу вас. А то так болит у меня сердце за бедную девочку, а я не знаю, как ей помочь. Ну что ж, ковер я у вас покупаю. Нет ли еще чего-нибудь на продажу? Что-то вы мне не нравитесь. То вы старые вещи покупаете, то гаданием занимаетесь. Если вы думаете, что над бедной вдовой можно посмеяться, так вы ошибаетесь. Эй, соседи! Салима! Скорей, скорей сюда! Все знает, кто вы такой? Кажется, засыпались. А зачем народ собирать? Зачем шуметь? Как зачем? Я Нияз, чайханщик Нияз. Кто у нас в городе не знает чайханщика Нияза? Имейте в виду, я только хочу, чтобы ваша Лола пела в нашем кружке. Поэтому я к вам и пришел. А зачем же вы переоделись? Пожалуй, я вам скажу правду. Переоделся я потому, что боялся встретить старую ведьму, а встретил вас. Какой хитрый, подумать только. Так вы согласны помочь Лоле? А что я должна сделать? Я пришлю к вам человека, и он скажет, куда ее надо привезти. А если брат узнает? Он у меня со света живет. Знаете, какой он? Спасибо вам за все. А над вами я не смеялся. Хоть доля вдовы и тяжела, но за несчастьем всегда приходит счастье. Тает каждый вечер, сердце хочет нежной речи, тихой ласки, доброй встречи.
Знайте, люди, днем и ночью вдове сердце счастья хочет. Знайте, люди, днем и ночью вдове сердце счастья хочет. Мама Джон, как я рада слышать ваш голос. Вы мне давно обещали рассказать о своей жизни, о своей любви. Как же мне тебе об этом рассказать, девочка моя? Любовь. Да разве мы ее знали? В наше время о ней только песни слагали. И в этих старых песнях вся наша жизнь показана. И горе, и страдания, а радости мы не знали. Юность прощай, старый богемий, взял ее он в жены, с песни разлучил. Ей пришлось проститься с милым навсегда. В песне мы могли излить свою горькую обиду на жизнь. Но даже и песни нам петь запрещали. Вы счастливые, вы знаете, что такое любовь, и поете о ней. Я эту новость передам Саиду, он обрадуется. Конечно. Теперь Лола будет петь у нас в кружке. Это мы ее выследили и тетю уговорили. Это здорово вам удалось. Мухтара трудно обмануть. А где, кстати, живет эта сестра Мухтара? Где живет? Думаешь, это так легко было узнать? За мостом повернешь направо, дом Мехренесо. Мехренесо? Угу. Спасибо. Получите. Ко мне, друзья, чистильщик я, не 5 минут, вас щетки жду. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. И молодым, и старым нужен мой веселый труд. Салом, Саид. Салом, алейкум. А что, если я узнал, где находится Лола? Говори. Этого мало, а что я еще получу? Бери фонтан, если он тебе нравится. Мало. Театр отдаю, ничего не пожалею. И этого мало. Себя отдаю, себя. Вот это другой разговор. Правда, товар не очень дорогой. Но может пригодиться. Держи. Оп. Адрес дать. Вот он. Давай вниз. Мотор не работает. Сейчас исправим. Зато всю жизнь будешь исполнять все мои приказания. Согласен.
и грусть, встречи жду снова я. Тебе откроет пусть тайну песня моя. Зачем вы это сделали? Ведь вы ж могли утонуть. Это не важно. Самое важное, что я наконец вас нашел. Почему вы ушли из сада в тот вечер? Ведь я пел для вас одной свою песню. Я это знала. И поэтому ушла. Значит, моя песня вам не понравилась? Нет, нет, не потому. Вы простудитесь, вам нужно выжать костюм. Ничего, я уже сухой. Поймите, Лола, вы должны петь. Представьте себе, перед вами тысячи людей. И в сердцах у всех звучит ваша песня. Наш народ любит песню. И вы своими песнями доставляете им радость. Ведь это же счастье, Лола. Счастье? Так вы к нам придете и будете петь, да, Лола? Я буду вас ждать. Скажите, придете? Не знаю. Может быть. Может быть, это нехорошо? Только он позвал, я уже бегу. Значит, не пойдем. Но ведь он хочет моего счастья. Тогда пойдем. А отец, он ведь ничего не знает. Тогда не пойдем. А если мы ему потом все расскажем? Тогда давай пойдем. Амаджон, почему вы точно не скажете, идти или не идти? Если сердце зовет, не спорь с ним, надо его послушать. Пойдем. Обязательно, сию минуту пойдем, дорогая. Входи, не бойся. Салон, салон. Иди, Лола Джон. Девушки, Лола пришла! Здравствуйте, девушки! Очень рад, спасибо вам. Ребята, Лола к нам пришла. Лола, это правда, что ты будешь петь у нас в кружке? Пойдем на сцену. Правда? Кого вы ищете? Ой. Дело в том, что один человек очень симпатичный приходил ко мне и просил привезти Лолу к вам сюда. Она уже здесь. Лола здесь? Да, пришла. Но найду я любовь. На щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, это девушка. Это Лола, дочь Мухтарака. Свела, разбила сердце мне, какой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, какой взяла.
Нашел, ребята. Что нашел? Теперь все ясно. Да что ясно? Нашел финал нашего спектакля. Как вам удалось перехитрить Мухтара, старого шайтана? Мне? Да. Нет, это все он. Хорошо, Саид. Друзья, у нас приятные новости. Вместо Зебо роль Зульфии будет играть Лола. Как хорошо, когда все цветет вокруг. Как хорошо, когда есть у сердца друг. Как хорошо, когда на душе весна. Когда сердца людей в плен берет она. Звени, душа моя, птицей в вышине. Как хорошо, когда на душе весна. Когда сердца людей в плен берет она. Я вам приготовила подарок. Лола, милая, дорогая моя. Ты что плачешь, Зебо? Отвечай. Кто тебя обидел? Ваша дочь, Лола. Лола? Да она мухи не обидит. Как ты еще можешь смотреть мне в глаза, своему отцу? Они тебе льстят, соблазняют, а это все обман. Только того и ждут, чтобы отнять у тебя доброе имя. Отец, ты ошибаешься. Там хорошие люди. Они мне добра хотят. Чего ты тут моему брату наговорила? А ну-ка, отвечай. Я сказала только правду. Она у меня жениха отняла. Он любит меня и обещал на мне жениться. Я уже стар, борода сидеет. И такой позор на голову старого отца. Как ты посмела? Ох, Зибо, что-то я тебе не верю. А ты не перепутала, красавица? Может, кто-нибудь другой обещал на тебе жениться? Это вы привели к нам свою Лолу. Вы сами во всем виноваты. Вы видели, бойкой какая? Будь спокойна, Зебо. Ее ноги больше там не будет. И зачем я только привел сюда свою дочь? Без тебя она не посмела бы меня ослушаться. Ах, так я во всем виновата. Ты ее запер как птицу в клетке, а я должна, по-твоему, смотреть на это да радоваться. Да. А какой у нее необыкновенный, замечательный голос. Ведь она как соловей поет. Хватит. Люди радуются, когда ее слушают. Довольно? Отец, видите ли, не разрешает дочери петь, где это видано. Да, не разрешаю. Да ну тебя. Довольно, довольно, хватит. Ни одной минуты она здесь больше не останется. Лола, сложи вещи, сейчас же домой едем. Не волнуйтесь, отец. Я больше его не увижу. К фестивалю наш спектакль обязательно будет готов. Не волнуйтесь. 3 раза прогоняли танец, 2 раза репетировали с оркестром, а Лолы до сих пор все нет. Не понимаю, что с ней могло случиться. Салом. Салом? Салом. Скажите, что у вас случилось? Я сейчас приду. Прошу вас, садитесь, Мухтар-ака. Я хотел спросить у вас, как, по-вашему, отец я Лола или нет? Вы ей отец, и она у вас одна. Но вы не желаете ей счастья, Мухтар-ака. Как это может быть, чтобы я не желал счастья своей дочери? Мухтар-джон-ака, вспомните, в какое время вы живете. Разве на сцене петь, доставлять людям радость — это позор? Подумайте, что вы делаете. Посмотрите. Это все дети, наши дети. И у всех у них добрые и уважаемые родители, которые их очень любят, но они с радостью посылают к нам своих детей. И все дети нам дороги.
И Лола, поверьте мне, Мухтар Ака, дорога нам как сестра. А ей такие братья не нужны. Слава Аллаху, у нее есть родной отец, и он сам позаботится об ее счастье. Скоро она выйдет замуж, и никто тогда не посмеет ее упрекнуть в том, что она не была скромной девушкой. Имейте в виду, Лола к вам больше не придет. И не ждите ее. Ну что, загрустил мальчик? Где ж твой соловей? Улетел от тебя? Я скажу, куда, если ты меня попросишь. Она собирается свить свое гнездышко, замуж выходит. О чем ты говоришь? Своими ушами слышала. Ее отец говорил. Так устроен свет, каждый в нем влюблен, улыбкой ясных глаз каждый озарен, и в каждом сердце сад, сад большой любви, где на заре звенят счастье соловьи. Звени, душа моя, в тихой вышине, грущу о счастье я, о моей весне. Лола, открой! Это я, тетя Мехренесо. Ты что это, сама себя в тюрьму посадила? Отец дома? Что с тобой? Ты плачешь, девочка? Просто стыдно, что в наше время молодая девушка сама не могла решить свою судьбу. Вытри глаза и слушай, когда я с тобой разговариваю. Что ж ты сидишь дома, как на цепи привязана? Никакой радости в жизни. Такие девушки, как ты, учатся, работают, а по вечерам в клубе выступают, танцуют, песни поют. Она дома сидит да плачет. Тетя Мехренесо, вы мне как мать родная. Вы не думайте обо мне плохо. Вы правы. Я должна быть с ними. Я вернусь к ним. Я была уверена, что ты, доченька, именно так мне ответишь. А потом я уеду, куда отец захочет. Нет, доченька моя, бороться надо за свое счастье. Никому его не уступай. Перестань, ну. Если я увижу у тебя хоть одну слезу, бить буду. Слышишь? Да, войдите. А, Лола Джан, это просто замечательно, что вы пришли. А как обрадуются все наши, когда узнают об этом. Что у вас случилось? Ни о чем меня не спрашивайте. Я буду петь Зульфию.
и Тихоня. Ах ты, змея! Ну, я вам всем покажу. Ах, змея, это называется подруга. Я этого никогда не прощу. Разыгрывает из себя Тихоню, а меня хочет выжить. Ой, мне дурно. Радость прежних дней, где слова прощай, моя мечта, моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой. Замечательно танцует. Нет любви, и следов, и забыла ней, опустела навсегда дом любви моей. Ах, как хорошо поет Лола. Но, по-моему, она плачет. Моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой. Ты прощай, моя мечта, моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой. Лола, умоляю вас, ответьте мне. Что случилось? Я не могу поверить. Оставьте меня в покое. Но мне необходимо с вами поговорить. Не надо, я все знаю. Что вы знаете? Объясните мне. И почему вы на это решились? Из-за отца или сами этого захотели? Не все ли вам равно? Над землей солнце свет, а в душе темно. Слов любви в сердце нет, и грустит оно. Ты прощай, моя мечта, моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой. Ты прощай, моя мечта, моя весна, моя любовь, навсегда расстаюсь я с тобой.
Лола. Здравствуй. Лола. Что случилось? Куда ты так спешишь? Лола! 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 Где ты? Лола! Лола! Где Лола? Говори! Ты же увез ее домой. Дома ее нет. Я знаю, это ты Лолу спрятала. Где Лола? Напрасно ищешь, брат. Лолы здесь нет. Ты отняла у меня дочь. Будь проклят тот день, когда я решил привести Лолу в твой дом. Она нашла свое счастье, глупый. И все-таки Лола сама не могла уйти от меня, ведь она дала мне слово. Дай глоток воды, хочу пить. Вода рядом. И все-таки ее похитили. Ты во всем виновата. Где дочь? Где твоя дочь? Где и вся молодежь нашего города веселится на фестивале? Салом, Мухтар-ака. Салом, помогите мне, у меня дочь похитили. Как? Вот так, найдите вот ее. Если бы вы отпустили ее к нам в хор, ее бы тогда охраняла вся милиция. Где моя дочь? Вы не видели? Лолу не видели?
сказала, что у меня есть невеста. Поссорить меня с Лолой хотела? Скажи хоть один раз правду. Надоели вы мне со своими вопросами «зачем?», «зачем?». Опротивили меня вашей нежностью, уйду я от вас. Не обязана я вам давать отчет. Меня обещали устроить в настоящий театр. Куда бежишь, красавица? Не торопись. Я вас все равно не боюсь. Все равно она от нас не уйдет. Вот хорошо, что я тебя встретил. Ты Лолу не видела? В Доме культуры ищите. Актрисой стала, поет Зульфию. Мешаете всем смотреть. Лола? Это же Лола! Это моя дочь! Идем домой. Тебе не убежать. Ничто тебе не поможет. Завтра свадьба. Куда же вы, гражданин? Воля отца закон. Ты будешь женой того, кого я тебе выбрал. Я так решил. Стойте! Что вы делаете? Не трогайте мою дочь. Лола, кто они такие? Что вам нужно? Как вы смеете бить мою дочь? В жизни, может быть, она и ваша дочь. Но здесь, на сцене, она моя дочь. И я могу распоряжаться ее судьбой так, как мне нравится. Ну, теперь так не бывает. Неужели? Вы думаете, такие отцы были только в прежние времена? Оглянитесь кругом. Разве сейчас таких не бывает? Здорово играет! Почему это вы похожи на меня? А мы и хотели показать таких, как вы. Остановите! Задержите его! Кого надо задержать? Родную дочь! Его? Нет, его. Его? Нет, его. Хорошо играет! Его. Нет, его. Перестаньте орать! Объясните толком, кого из вас надо задержать? Его. Его. Перестаньте! Подождите! А не то я сейчас составлю на вас протокол! Подождите. Вы что, меня не узнали? Я ведь не он. Я — это я. Одну секундочку. Сейчас вам все станет ясно. А? Не яс? Он не ответит за это. А кто же ты, наконец, монтер или артист? Сейчас, Мухтар-ака, я, пожалуй, артист. Как и ваша дочь Лола. Посмотрите, как мы будем играть. Занавес! А как же я? Откройте! Куда же мне теперь идти? Какой артист? Народный артист! Вот это спектакль! Как здорово сыграл! Ну что? Эх ты! Очень хорошо! Пожалуйста, пожалуйста, спасибо. Довольно, довольно, довольно. Ребята, сказать по правде, я вам завидую, дети. Пожелаю счастья вам.
встретил девушку полумесяцем брод. На щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Целый свет пройду, но найду я любовь. На щечке родинка, полумесяцем кровь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.